Сразу несколько значимых дат. Работа у служителей Фемиды сложная, но интересно. Сегодня здесь собрались все, кто непосредственно связан с судебной системой Республики Ингушетия. 30 лет Верховному суду региона, а также 100 лет ингушской государственности и судебной системе республики. Здесь собрались все судьи, действующие и в почетной отставке, их помощники, председатели районных судов региона, а также представители власти. В условиях нашей республики, которая отмечает в эти дни свое столетие, судебная система вдвойне важнейший институт власти, судебной власти. Не случайно в Конституции судебная система названа отдельной ветвью власти. Так? И это само по себе говорит о том, что на них возложены и огромные обязанности. Важный момент в том плане, что взаимодействие судебной системы, взаимодействие музея краеведения, именно поиски, сохранение. Я хотел бы присоединиться к тем поздравлениям, которые звучат и в адрес республики, и в адрес судебной системы. Пожелать нам всего самого наилучшего. 100 лет назад была заложена основа нашей судебной системы, где каждый человек мог рассчитывать на защиту своих прав, законных интересов. Все эти годы судебная система прошла долгий путь, можно сказать, преодолела множество вызовов, стала надежным инструментом для обеспечения справедливости. Верховный и арбитражные суды, 5 районных и 1 городской, 23 судебных участка мировых судей. В судах общей юрисдикции республики работает более 60 квалифицированных судей. Сегодня судебная система региона шагает в ногу со временем, развивая и совершенствуя систему отечественного правосудия на территории региона. Работа Верховного суда она связана с осуществлением правосудия, с рассмотрением уголовных дел, гражданских, административных, то есть решением задач, связанных с рассмотрением дел и, соответственно, с исполнением возложенных на суда обязанностей. Суд состоит из достаточно грамотных, квалифицированных судей, имеющих достаточно большой практический опыт работы. Они знают стоящие перед ними задачи, способны выполнять их и что и делают по настоящему времени. Судебная история Ингушетии имеет богатую историю. Прообразом современного ингушского суда в древности являлся Мехкел – суд обычного права, который объединял в себе функции законодательной и судебной власти. Сегодня он изображен на картине народного художника Ингушетии Хошахмеда Имагожева. В те далекие времена споры разрешались посредством адатов, это были обычаи, и наиболее авторитетные представители ингушского общества, им поручалась такая почетная важная миссия разрешать различного рода споры. Это могли быть дела об убийствах, о воровстве, о похищении невесты и так далее. История судебной системы Ингушетии начинает свой отчет с 1 августа 1924 года. В этот день был образован Ингушский областной суд, который находился во Владикавказе, и 3 районных. Они находились на Горном округе, в Назране и в Средних Ачулуках. Первым председателем был назначен известный революционный деятель того времени Албагачиев Юсуп Тохович. Его на этом посту сменил Калоев Ибрагим Тасиевич. Со времени образования Чечено-Ингушской ССР судом, председателем Верховного суда Чечено-Ингушского областного суда руководил Ханиев Магомед Абдулаевич. В годы Великой Отечественной войны суд возглавлял Индиев Магомед Асламбекович. Потом наступил период депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, и этот период у нас обрывается, потому что в период депортации ингуши не имели права занимать должности судей. У нас судопроизводство не осуществлялось. 4 июня 1992 года образована Ингушская республика в составе Российской Федерации. Впоследствии началось формирование судебных органов Ингушетии. До мая 1994-го судебную власть в регионе осуществлял судебный состав Ставропольского краевого суда в Ингушской республике. Создать Верховный суд могли только когда есть парламент, а парламента не было. Это 90-е, 2-3 год. И решили, чтобы было куда обжаловать решение районного суда,
создать орган. Тогда бывшая конституция позволяла создавать постоянную сессию любого субъекта. И по моей инициативе я собрал тут судей в этот состав. И в Ставропольском краевом суде создали постоянную сессию Ингушской республики для рассмотрения дел, уголовных дел. Мероприятие своего рода знакомство с вековой историей судебной системы республики. Здесь она буквально расписана по стендам. Их тут ни много ни мало – 30. Столько же Верховному суду республики. Он был воссоздан указом президента Республики Ингушетия от 5 мая 1994 года. Экспозиция содержит различного рода экспонаты. Здесь и портретная галерея председателей, печатные издания, архивные документы, фотографии и символы судебной власти. Кстати, Ингушетия сегодня является единственным субъектом Российской Федерации, в котором день образования судебной системы 1 августа считается праздничным днем. Сегодня его сотрудники, профессионалы своего дела ведут активную спортивную деятельность. Судебная система имеет свою футбольную команду. Футбольная команда была создана приказом председателя Верховного суда Ингушетии. Дата создания официально 25 октября 2022 года, и фактически команде еще нет 2 лет, а уже вот такие награды были завоеваны нашими футболистами, которые играют как в ведомственном чемпионате среди министерств и ведомств, так и в межрегиональных. Судебная система в Ингушетии создавалась, ломалась и вновь возрождалась. Суды переживали трудности вместе со своей республикой. События последних десятилетий значительно изменили российское и ингушское правосудие, и Верховный суд сыграл в этом одну из самых важных ролей. Пожелания всем, конечно, в первую очередь крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов в реализации задач, которые стоят перед республикой, перед гражданами. Это в интересах наших. Здоровья всем еще раз. Хочу пожелать им без страха работать по закону, защищать права граждан, не только ингушей, но всех, кто проживает в нашей республике. Хава Гагиева, Алисхан Горовожев, Магаз 24.